Борьба с заболеванием X вышла на новый уровень. Мы уже рассказывали о двухлетнем Айсене Антонове, которому российские врачи не смогли поставить диагноз. Накануне в Якутск прибыл ученый из Японии, профессор Норио Сакаи, проводивший анализ генетического материала маленького пациента. С подробностями Афанасий Николаев. Айсен Антонов снова в инфекционной больнице. Из-за ослабленного в общем организма развилась пневмония. Но сейчас малыш уже идет на поправку. В момент Айсен находится в больнице, инфекционная пневмония у него, идет на поправку, слава богу. Все хорошо вроде, скоро будет нормально, все выздоровеет. В прошлом году Айсен ездил в Японию, где в университете города Осака профессор Норио Сакаи взял у него образцы генетического материала. За прошедший год была проведена очень масштабная работа. Прошел этап ферментативной диагностики и полногеномное экзомное секвенирование. Были выделены гены-кандидаты, которые могут быть ответственны за обменную болезнь у Айсена Антонова. Достаточно это долгий процесс. Они нашли какие-то кандидатные гены, но все эти гены нужно проверить, посмотреть, точно ли есть там мутация, и именно эта мутация вызывает это заболевание. То есть там достаточно долгий биоинформационный анализ нужно проводить. Сейчас это все, в принципе, проводится. И мы ждем, что может быть, в ближайшем будущем уже получим результаты. В республике было зарегистрировано 11 случаев заболевания неизвестной болезнью обмена. 9 детей уже погибли. И помимо чисто медицинских вопросов на конференции, посвященной генетическим заболеваниям, обсуждался и важный организационный вопрос. А именно, обеспечение выезда за рубеж детей с данным заболеванием, так как диагностика в России невозможна. А у нас же правительство дает достаточно хороший объем финансирования на проезд на специализированное лечение в клинике Москвы, Санкт-Петербурга, то есть в пределах России. И мы постараемся из этих средств найти какой-то объем и их выделить и нормативно закрепить, что за этот счет был проезд за границу. Кроме того, для обеспечения ранней диагностики заболевания в будущем прямо в Якутии обсуждалась возможность закупки специального оборудования для проверки родителей на ношение генома, ответственного за заболевание, еще на этапе планирования ребенка. Афанасий Николаев, Василий Соловьев. Новости столицы.